Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Кыргызстане выбирают нового премьер-министра. Правящая партия предложила на эту должность своего кандидата. Это еще один соратник президента Атамбаева и бывший руководитель Ошской области. Чтобы не думал этот человек о президентском выборе, амбиции, чтобы не было. В Казахстане многодетная мать с 7 детьми живет в доме, который с наступлением весны превратился в болото. Теперь их соседями стали лягушки. Мне противно ее брать, мама родная. Ой. В Египте с начала года доходы туристической отрасли упали на 40%. Власти страны пытаются изменить ситуацию и делают все, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности. Люди работали день и ночь, и я думаю, вы видите усилия, предпринятые для обеспечения безопасности повсюду, и в аэропортах, и на рынках. В таджикском городе Истаравшан несколько столетий куют лучшие в стране ножи, мечи и сабли. На обучение древнему мастерству кузнеца уходят десятилетия. О секретах кузнечного дела наш специальный репортаж. Установлены личности боевиков, напавших в понедельник на отделение полиции в райцентре Новоселицкое в Ставропольском крае. По информации Следственного комитета, это жители села Китаевское того же Новоселицкого района, которые уже имели судимости, в том числе за убийство. Это кадры оперативной съемки. Напомним, утром в понедельник трое мужчин попытались ворваться в отделение полиции Новоселицкого района. Встретив сопротивление полицейских с применением огня, нападавшие привели в действие пояса смертников. Никто из сотрудников полиции и мирных граждан не пострадал. После взрывов ситуация была стабилизирована и взята под контроль правоохранительными органами. Следователи пока не говорят о возможном мотиве нападения. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нужно понять, кто организовал этот теракт, чтобы связать его с терроризмом или бандитизмом. Афганские талибы объявили о начале так называемого весеннего наступления своих сил. 12 апреля боевики опубликовали электронное письмо, в котором заявили, что, цитирую, «вводят джихад против оккупантов США, что является их священным долгом в 15-летней войне». Наступательная кампания под названием «Операция» по заявлению исламистов Талибана началась 12 апреля с 5 утра по местному времени. Она проводится в честь лидера талибов Муллы Мухаммада Умара, погибшего в 2013 году. С новым лидером талибов Муллой Ахтар Мансуром началась новая фаза эскалации войны в Афганистане. В прошлом году под его руководством был захвачен город Кундуз на севере Афганистана. Он удерживался под контролем талибов в течение нескольких дней. Накануне этого заявления в Джалалабаде в результате теракта погибли 12 новобранцев. Они находились в автобусе, который протаранил на мотоцикле террорист-смертник. Через несколько часов похожая атака произошла в Кабуле. 2 человека погибли. Правозащитная организация Freedom House, которая занимается исследованиями состояния политических и гражданских свобод, опубликовала новый доклад «Страны переходного периода 2016», где проанализировала ситуацию в 29 посткоммунистических государствах Восточной Европы и СНГ. Ситуация оценивалась по 7-бальной шкале, где 7 – наихудший балл. Вот показатели, на основе которых оценивалось развитие демократии в каждой конкретной стране. Это состояние электорального процесса, положение гражданского общества, степень независимости медиа, уровень коррупции, качество национального и местного управления и независимость судебной системы. По мнению правозащитников, согласно этим показателям, наихудшая ситуация сложилась в Узбекистане и Туркменистане. Средняя оценка показателей там достигла практически 7 баллов. Немногим лучше ситуация в Казахстане и Таджикистане. Самый же низкий показатель из центральноазиатских республик был дан Кыргызстану – 5,89 балла. Хотя и такая оценка политических и гражданских свобод в стране далека от наилучшей. Похожая ситуация была проанализирована в России и Беларуси – 6,5 и 6,64 соответственно. По словам Нейта Шенкана, одного из авторов доклада, Таджикистан в прошлом году предпринял огромное давление на оппозицию, а Казахстан и Кыргызстан в целях контроля гражданского общества приняли законы о деятельности неправительственных организаций, последовав примеру России. Судебная власть проводит процессы не только над политической оппозицией, но и их адвокатами и даже адвокатами этих адвокатов. Это беспрецедентное явление, когда под репрессии попадают адвокаты, защищающие тех, кто подвергся преследованию со стороны властей. В то же время органы правосудия и прокуратуры назначают для таких лиц сроки наказания, не отвечающие ни местным, ни международным стандартам. И, наконец, в прошлом году увеличились сообщения о коррупции и сосредоточении в одних руках всех государственных институтов.
Казахстане продолжает находиться под домашним арестом глава Союза журналистов Республики Сидказым Матаев. Напомним, что антикоррупционное бюро Алматы обвиняет его в хищении государственных средств. Также несколько дней назад под домашний арест был помещен его сын Асет Матаев, который является генеральным директором агентства «Костак». Матаевым и их адвокатам запрещено давать какую-либо информацию по данному делу. Однако само антикоррупционное бюро активно публикует в СМИ материалы расследования. Об этом нам сообщила руководитель Международного фонда защиты свободы слова «Адильсёс» Тамара Калеева. Она также сказала, что на журналистов, которых вызывают на допросы, оказывается давление. Я предполагаю, это с очень большой долей вероятности, что идет давление, потому что таких допросов было очень много, и журналисты об этом сами рассказывают. Что начинается разговор о том, что 65-я статья Уголовного кодекса предполагает полное освобождение от наказания при активном содействии следствию. А если вы не будете сообщать, то наступит уголовная ответственность. Это давление идет. То, что в народе называется «дело шьется». Идет активная обработка общественного мнения со стороны органов уголовного преследования. То есть, что получается? У адвокатов подписка о неразглашении. Им запрещено что-то рассказывать. У главных фигурантов этого дела, у Сидказы и у Асета Матаевых, тоже помимо того, что подписка о неразглашении, домашний арест, они не имеют права с кем-то контактировать, кроме близких членов семей. А антикоррупционное бюро раздает интервью направо и налево. Мы предполагаем, что, конечно, это заказ, и это исходит из самого верха. Потому что одновременное предъявление обвинений в хищении, в уклонении от уплаты налогов и в сейсмоопасности здания в собственности Национального пресс-клуба. То есть вот эти вот три обвинения, они, я думаю, преследуют одну цель. И то, что они предъявлены одновременно, конечно, говорит о том, что идет заказ. И такой заказ не может сделать чиновник средней руки. Конечно, это наверняка заказ откуда-то с самых верхов. В Кыргызстане выбирают нового премьер-министра. Правящая коалиция парламента уже предложила свою кандидатуру. Это один из соратников президента республики Сооронбай Жээнбеков. Чиновник хорошо известен только на юге страны, где он руководил Ошской областью. Как региональному политику удалось попасть в высший эшелон власти и почему его предшественник оттуда добровольно ушел, выясняла наш корреспондент Чебек Бегалиева. Консультации и переговоры в парламенте были скорее формальными. О том, кого выдвинет президентская фракция на пост главы Кабмина, было известно еще задолго до официального объявления. Вакантное место депутаты предложили одному из руководителей администрации президента Сооронбаю Жээнбекову. До этого чиновник был губернатором одной из областей Кыргызстана. Почему на премьерскую должность назначают политика регионального масштаба, депутаты догадываются. Завтра президентские выборы, чтобы не думал этот человек о президентском выборе, амбиции, чтобы не было. Как раз-таки отчасти из-за своего честолюбия пришлось уйти предыдущему премьер-министру Темиру Сариеву, говорит бывший депутат Равшан Жээнбеков. Как человек, который знает Сариева достаточно долго, я могу сказать, что Сариев достаточно амбициозный человек. Мне кажется, Атамбаеву не понравилась его определенная самостоятельность в создании каких-то коммуникаций с Кремлем. И он решил от него поскорее избавиться до 2017 года. Свои пророссийские взгляды Темир Сариев никогда не скрывал. В переговорах по вступлению республики в ЕАЭС в качестве министра чиновник участвовал с самого начала. На посту главы правительства евразийский курс Сариев продолжил. Однако на прошлой неделе его обвинили в лоббировании собственных интересов во время проведения крупного тендера. Президентская партия свою причастность к уходу премьер-министра отрицают. Это внезапная была отставка, вы же знаете. В принципе, никто специально не готовится, чтобы убрать Сариева и вместо этого Сариева выбирать кого-то. Замешан ли теперь уже бывший глава кыргызского правительства в коррупционной схеме, выяснит следствие. Это, кстати, не первый громкий скандал с его участием. После революции в 2010 году Темира Сариева обвинили в распиле $1 миллиона, принадлежавших семье беглого президента Курманбека Бакиева. Чебек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.
В столице Казахстана, в доме, где проживает многодетная семья, образовалось болото. 41-летняя жительница Астаны и ее 7 детей теперь каждое утро просыпаются под кваканье лягушек. Поменять жилье нет денег, которых, в общем-то, и так ни на что не хватало. Репортаж наших коллег из казахской службы радио «Азаттык». Будем плавать. С наступлением весны дом многодетной матери Лилии Кругловой превратился в болото. Здесь даже завелись лягушки. Вода. Вот видите. Мне противно ее брать, мама родная. Ой. Ой, страшная какая. Вода в доме стоит не только в коридоре, но и в комнате, где Лилия Круглова спит вместе со своими детьми, а их у нее 7, 2 сына и 5 дочек. Палас положила, палас, чтобы не провалиться. Пол гнилой, чтобы не провалиться. Вот. Оно не забито, ничего. Ну-ка, сейчас. А, нет. А, вот она. Вот. Вот вода, посмотрите. Этот дом семья арендовала полгода назад, переехав в Астану из села в поисках лучшей жизни. Аренда такого домика обходится в 25 тысяч тенге, чуть более $70 в месяц. Деньги на его оплату Лилия Круглова собирает с помощью своей золотой подвески многодетной матери Алтын Алка. Вот я, допустим, получаю 14 золотым Алка. И то зайду, знакомые люди, я говорю, дайте, говорю, мне столько, мне не хватает, говорю, заплатить за квартиру. Есть такие добрые люди, они помогают, значит, деньгами за квартиру, но не постоянно. Снять другое жилье у семьи нет средств. Лилия Круглова не работает. По ее словам, болеет полиартритом. Раньше она подрабатывала уборщицей и вязала вещи на заказ. Сейчас семья живет подаяниями добрых людей. Здесь очень холодно, я не хочу здесь, я хочу свой дом, чтобы был. Не хочу, чтобы мама вот так уставала. 8-летняя Алла Круглова в этом году в школу не пошла, как и ее 2 старших брата, которым по 15 и 14 лет. По словам матери-одиночки, 4 ее детей не способны к обучению. В школу ходят только 2 средние дочери, остальные помогают по дому. Дрова кололи, печку топли, выгребали. Сегодня на обед у семьи Кругловых хлеб и жареное мясо. Лилия Круглова говорит, что эту баранину едали добрые люди вместе с мешком картошки. Но холодильник в доме пуст. Чем завтра многодетная мать будет кормить своих 7 детей, она не знает. Светлана Глушкова, Иржан Амирханов, Азаттык ТВ. Далее в программе. В Египте с начала года доходы туристической отрасли упали на 40%. Власти страны пытаются изменить ситуацию и делают все, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности. Люди работали день и ночь, и я думаю, вы видите усилия, предпринятые для обеспечения безопасности повсюду, и в аэропортах, и на рынках. В таджикском городе Истаравшан несколько столетий куют лучшие в стране ножи, мечи и сабли. На обучение древнему мастерству кузнеца уходят десятилетия. О секретах кузнечного дела наш специальный репортаж. Туристы отказываются отдыхать в Египте. С начала года доходы от туристической отрасли в этой стране упали на 40%. Египетские пляжи начали пустовать уже после свержения Хосни Мубарака и дальнейших политических потрясений. Ситуацию усугубило крушение российского самолета на Синае. Напомним, лайнер упал после взрыва бомбы, заложенной боевиками ИГИЛ. Тогда Россия приостановила полеты в Египет, а многие западные страны запретили своим авиакомпаниям летать над Синаем и в Шарм-эль-Шейх. Но сейчас новый министр туризма Египта Яхья Рашид заявляет, что в стране усилены все меры безопасности. Люди работали день и ночь, и я думаю, вы видите усилия, предпринятые для обеспечения безопасности повсюду, и в аэропортах, и на рынках. Если вы живете здесь, вы видите и понимаете, в Египте безопасно. В Латвии тоже борются за туристов. Для этого бывшую советскую военную базу, давно ставшую городом-призраком, превратили в туристический объект. В свое время она служила для предупреждения о ракетном нападении. Сейчас по заросшим тротуарам среди полуразрушенных домов проводят экскурсии. Во времена Советского Союза военная база Скрунда-1, расположенная в Латвии, была одним из самых секретных объектов. А теперь ее территория превратилась в настоящий город-призрак, в который приезжает все больше туристов со всего мира. Скрунда-1, известная также как объект-комбинат, узел Эро-2 и военная часть 18951, была частью системы предупреждения о ракетном нападении. На ее территории площадью около 1000 гектаров проживали 5000 человек, военнослужащие и члены их семей.
На базе, помимо нескольких радиолокационных станций, были построены казармы, 10 жилых многоэтажек, торговый центр, больница, гостиница, школа и детский сад. После вывода российских войск из Латвии в 1994 году станция пришла в запустение. Однако радары продолжали работать еще несколько лет. Меня, как и большинство латвийцев, интересует прежде всего здание радара. Очень интересен тот факт, что российские войска оставались здесь вплоть до 1999 года. Многие думают, что военные ушли, как только мы обрели свободу. Но эти радары продолжали работать, и американцы заплатили нам, чтобы мы их разобрали. После 2000 года военная база постепенно разрушалась и зарастала, поскольку никто не хотел приобретать территорию и вкладывать деньги в ее восстановление. Но в прошлом году земли передали муниципалитету города Скрунда, власти которого решили превратить ее в туристическую достопримечательность. Работники уральского филиала обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», чтобы заработать на жизнь, вынуждены продавать имущество и заниматься частным извозом. С ними до сих пор не рассчитались и не устроили на работу в другие компании. С ноября людей отправили в бессрочный отпуск, а с марта месяца их официально сократили. Как на земле выживают работники небесной сферы, расскажет Екатерина Пономарева. Сейчас это мой Боинг, так что добро пожаловать на борт нашего авиалайнера. Уже сидя в машине, она пошутит и про «пристегните ремни», и про обед сразу после взлета. А что еще остается? Дина, бывшая бортпроводница «Трансаэро», вынуждена подрабатывать таксистом. Ни выходного пособия, ни обещанной помощи в трудоустройстве после банкротства компании она не получила. Мой доход упал в несколько раз. Я могу перебраться в Москву. Можно. Человек может все, я считаю. Просто я не вижу смысла, потому что мне придется снимать квартиру, это 1030. Потом еще платить за проезд тоже, там, да, около 10 тысяч, может быть, рублей, ну, 5-7, но тем не менее. То есть плюс еще сама жизнь, как бы, в Москве дороже. То есть и получится, что у меня от зарплаты останется 10 тысяч там на колготки. Нашего возвращения из рейса с Диной ждали такие же, как она, безработные бортпроводники. На кухне одного из домов авиагородка Кольцова они снова читают новости. Руководство с ноября не отвечает, вот и остается листать интернет. Из последнего. Оказывается, аэропорт Внуково получил от Трансаэро 320 миллионов рублей в счет оплаты долга. А раньше писали, у компании на выплаты зарплат денег нет. Внуково – это кредитор, который стоит в третьей очереди по оплате. Нам должны были выплатить в первую очередь. К слову, председатель Совета директоров Внуково – акционер Трансаэро. Но почему-то ни прокуратура, ни Следственный комитет этим фактом выплаты до сих пор не заинтересовались. Естественно, в суд мы будем подавать, но опять же это все долго, время идет, а деньги уже уходят. Альбина Тагирова тоже бортпроводница, стаж 8 лет. Ей недоплатили 210 тысяч рублей. Таксовать она не может. Чтобы как-то жить, ей пришлось продать машину. У женщины ипотека и долги. Прощаемся с вами. От всей души желаем вам всего самого наилучшего, счастья и удачи. Спасибо, что были с нами. Трансаэро – вторая по величине авиакомпания России. Была признана банкротом в конце октября 2015-го и перешла под внешнее управление Аэрофлота. Все 25 лет Трансаэро летала без происшествий. Уникально не только для России, для мировой авиации. Компания создала и крупную сеть своих баз по всей стране, трудоустроив в регионах около 6 тысяч человек. Сейчас выгодное направление полетов компании забрал все тот же Аэрофлот. А вот взять на борт бывших работников банкрота не спешит. Ольга Чекреева тоже бортпроводница, тоже работала в филиале компании в Екатеринбурге, тоже сидит без денег в декрете с маленьким ребенком. Бортпроводникам и техникам устроиться в регионе невозможно. В Екатеринбурге базируются только уральские авиалинии. Остальные авиакомпании снизили и наборы, зарплаты, и сделали упор на 2 крупных авиаузла – Москву и Питер. Есть такие ребята из наших, которые ждут, что в уральских авиалиниях откроют набор свой, да. Обычно, в марте, в апреле они это делают, но почему сейчас это не происходит, то есть набирают только в Москву. Но также я знаю, что есть набор в Питере. Росавиация, Министерство труда и приемные президента на их жалобы и просьбы отвечают отписками и советуют обращаться в суд. Обратную связь с работниками Трансаэро держат только в одном ведомстве – службе занятости. Никаких пустых обещаний, чудесного возвращения в небо не будет. Зато здесь им как смогут, помогут начать новую, непростую земную жизнь. Через 3 месяца, если они не нашли себе работу, они могут стать у нас на учет в качестве безработных, зарегистрироваться, уже перейти на другую категорию и получать пособие по безработице. И так по всей стране. Большинству бывших работников Трансаэро придется искать работу и научиться жить без неба, убрав летную форму в дальний ящик. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени.
Город Истаравшан – столица кузнецов Таджикистана. Уже несколько столетий здесь куют лучшие в стране ножи, мечи и сабли. Секреты мастерства кузнецы бережно хранят и передают из поколения в поколение. Однако некоторые тайны они раскрыли нашей съемочной группе. На центральном рынке города Истаравшан целый торговый ряд занят настоящими кузнецами. Лопаты, грабли, кирки и топоры на заказ. Все сельхозинструменты куются вручную. Стоят такие орудия труда в 2 раза дешевле, чем штампованные, а служат намного дольше, благодаря высокому качеству. Ножи делаем из лучшей стали. Из нее делают рессоры, клапаны и подшипники. Но известность на весь Таджикистан местным мастерам приносят не лопаты, а истаравшанские ножи. Они отличаются своей красотой, изящностью и гравировкой, при этом оставаясь острыми и функциональными. Точим нож еще горячим. Первый камень придает первичную заточку, второй уже придает остроту лезвию, а третий окончательно его затачивает. 4-й камень смазываем специальным составом, и это придает лезвию зеркальный блеск. Это ремесло передается здесь из поколения в поколение, не одно столетие. Шерзот Мухсинов учился ковать у своего отца с 12 лет. Сегодня ему около 25, но молодой человек до сих пор не овладел всеми секретами. Наивысшего уровня мастерства Шерзот достигнет, только если придумает что-то новое сам. Если качество ножа самое высокое, 2-3 дня может уйти на один нож. А так куем, делаем 1-2 ножа в день. Помимо ковки, кузнец должен уметь обрабатывать кости или дерево для рукояти. Кости обычно используются коровьи и оленьи, а древесина ореховая. Также мастер владеет гравировкой, обрабатывает и подгоняет полудрагоценные камни на ножнах, то есть является немного ювелиром, готовит краски и клей. У всех кузнецов есть свои секреты, которые они раскрывают только своим ученикам. Чаще всего это родственники и собственные дети. Каждый мастер только по внешнему виду может определить, кто изготовил тот или иной нож. Этот узор, цветок, я гравирую на лезвии. Также гарда, отлитая из олова, имеет свой узор, присущий моим изделиям. Рукоятка из рога оленя. Ковкой ножей, поварских и сувенирных умения истаравшанских кузнецов не ограничиваются. Мечи, сабли и щиты Абдуманона Хусейнзода известны во всем мире. Его клинки по заказу руководства страны дарили президентам Туркменистана, Беларуси, Кыргызстана, России, Ирана и многим другим. Это Путин. Ему я выковал, отвез и вручил из рук в руки. Каждый клинок, рукоять, гарду и ножны Абдуманон Хусейнзода украшает персидской вязью, стихами древних таджикских поэтов и арийскими символами. Все они уникальны и не имеют копий. Здесь выгравированы отрывки из Шахнама, в которых рассказывается о львах. Меч называется «Гнев льва». Истаравшанские ножи, несмотря на то, что изготавливать их нужно долго, стоят совсем недорого. Стандартные всего от 5 до 10 долларов. В основном их покупают повара и мастера плова, мясники и домохозяйки. Можно сказать, что хотя бы один такой нож есть практически в каждой таджикской семье. А вот произведения искусства могут стоить немало. О цене договариваться нужно непосредственно с кузнецом. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте kareentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.